Шоу Иванович, приветствую вас в Аяшаре. Хотела бы поговорить по парламентскому расследованию. Создана комиссия буквально несколько дней назад в парламенте Абхазии. Чего ждать от этой комиссии? Вообще, расскажите немного, для чего это все. Здравствуйте, Денисова. Давно я не был в вашей студии. Приятно находиться здесь снова. Парламентская комиссия, которая создана, я думаю, здесь важно, наверное, будет вспомнить вообще историю этого вопроса. С чего все началось и к чему пришло в итоге. А все началось с того, что экс-власть во главе с Асланом Георгиевичем Бжания время от времени предъявляла обществу инициативы, которые вызывали крайне негативную реакцию. И в противовес этой реакции, дабы обосновать свою позицию, он пытался обвинить всех тех, кто выступал против, в антироссийских настроениях, западном влиянии и прочих обвинений. Прочие обвинения выдвигал, в общем-то. Впоследствии, когда это противостояние с обществом привело к известным событиям 15 ноября, и Аслан Георгиевич Бжания был вынужден уйти в отставку, эта риторика не то, что не остановилась, она усилилась. Мы все видели, как с центральных каналов российского телевидения он продолжал обвинять значительную часть общества в том, что они антироссийские. Мы, в частности, я один из участников этого протеста, антироссийские, прозападные, протурецкие. И, в общем-то, там уже он и его подчиненные, люди его команды там состязались в красноречии, в фантазиях и так далее. К сожалению, когда выборы закончились, мы рассчитывали на то, что та команда, которая пришла к власти, эти процессы остановит. И некоторые выводы будут сделаны из всего произошедшего. Однако непродолжительное время после выборов прошло, и мы столкнулись с персональными санкциями, примененными в отношении граждан Республики Абхазия. Естественно, был визит к первому лицу, президенту избранному, Бадре Зурабовичу Гумбо. Этот вопрос там обсуждался, и людей, сходивших к нему, он убедил в том, что эти процессы будут остановлены и последствия будут, скажем так, нивелированы. Однако ничего не произошло, все осталось так, как есть. Потом, как известно, мы об этом много уже говорили, давали интервью, я лично давал вам интервью. Мы обратились, я в том числе подписал этот документ как гражданин республики. Обратились к чиновникам, в том числе к главе администрации президента, руководителю аппарата президента Беслану Федоровичу Эшба, министру юстиции, генеральному прокурору, комитет по репатриации, так как в отношении репатриантов тоже были приняты персональные санкции. Мы знаем, что там более 10 человек были депортированы из России, им было запрещено вообще заезжать на территорию Российской Федерации, несмотря на то, что это единственная страна, через которую они могут попадать в Абхазию. Мы обратились в комитет по репатриации и так далее. Надеясь на то, что мы будем услышаны, и наше беспокойство по этому вопросу, справедливое, кстати говоря, беспокойство, будет услышано и поддержано. Однако, исходя из тех ответов, которые были получены, мы пришли к выводу, кстати говоря, должен обязательно отметить об этом, мы об этом говорили, напомнить хочу, что мы еще и лично встретились с министром иностранных дел, министром юстиции и главой аппарата президента, где все наши опасения были доведены до них. Более того, мы донесли до них, что этот вопрос не удастся замылить и отложить в сторону. Мы убедили их в том, что мы не остановимся, мы будем требовать справедливости, мы будем требовать реакции властей. Как мы и обещали, придя к выводу, что власти адекватно реагировать или отказываются, или не собираются, это не важно, адекватной реакции мы не увидели, в связи с чем мы обратились к спикеру парламента и к президенту, собрали подписи и написали официальное письмо спикеру и обратились к спикеру и президенту с требованием провести парламентское расследование. Там все эти требования изложены. Мы требовали провести парламентское расследование. И на время проведения прокурорской проверки, кстати, я хочу довести до общественности, что идет прокурорская проверка по этому поводу. На время проведения проверки попросили отстранить от должности людей, которые участвовали в клевете в отношении граждан Абхазии. В парламенте нас услышали, слава богу. Хочу поблагодарить за это парламентариев. Нас услышали. Более 20 депутатов учинили свои подписи под обращением к спикеру. И 2 дня назад
парламент путем голосования вынес постановление о создании о начале парламентского расследования, создании парламентской комиссии и, соответственно, расследования. Вот, мы указали на норму закона, когда обращались, есть закон о парламентском расследовании, регламент парламента, все это в рамках действующего законодательства. Такую работу парламент, слава богу, начал, за что я им очень благодарен, за их такую государственную, национально ориентированную политику и позицию. Чего вы ждете от этого расследования? Мы с вами об этом говорили как-то уже, я вам напомню, на площадке Айтгылара я давал интервью, мы об этом говорили. Чего мы ждем? Я лично чего жду? Во-первых, я жду, что парламентское расследование должно показать, что в Абхазии антироссийских сил нет и быть не может. Мы об этом говорим, постоянно мантру повторяем, но если наших слов недостаточно, надеюсь, документ парламента это будет достаточным основанием, чтобы говорить о том, что нет у нас антироссийских настроений. И уж тем более нет прозападных, протурецких и так далее, и так далее, и так далее. Вот чего я жду от парламента, лично я жду от парламентского расследования. Понимаете, я об этом говорил, повторю еще раз, это очень важный момент. Когда человека обвиняешь, надо либо отстаивать свою позицию, либо нести за это ответственность. Вообще так это происходит. А вот попытка сесть, отмолчаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит, это, как минимум, неответственно. Понимаете? И вот мы целый год об этом говорим, что так не получится. Так не бывает. Вот вы же сами, Нисфа, судитесь с СГБ, насколько мне известно. Вас обвинили, вы пошли в суд, правильно? Да. Вот видите как. Либо они должны доказать, что вы агент, либо извиниться, понимаете? Что-то должно произойти. Давайте тогда мы тоже их обвиним в чем-нибудь страшном. Вот я сяду и назову там нехорошими словами и пойду спокойно жить домой. Так будет? Нет, конечно. Нет. Ко мне придут, от меня будут требовать ответственность, или братья придут, или милиция, или прокурор, кто-то придет. И это нормально, так должно быть. Понимаете? Мне тоже хочется много чего сказать в сердцах, как говорится, бывает, накипит и хочется такое наговорить, но я-то понимаю, что это так не делается. Почему они этого не понимают? Это очень важный вопрос, понимаете? Казалось бы, само собой разумеющееся, но приходится, вот видите, доказывать, я много раз это повторяю, иногда приходится доказывать, что 2 плюс 2 будет 4. Прописные истины приходится доказывать. Ну что теперь делать? Раз у нас такая ситуация, будем доказывать. Будем отстаивать свои элементарные права. Очень важно здесь, наверное, подчеркнуть, нам приходится это повторять как мантру все время. Очень важно подчеркнуть, подчеркиваю. Мы говорим об ответственности наших абхазских чиновников. Действиям Российской Федерации мы оценку не даем. Это очень важный момент. Подчеркиваю, мы говорим о тех, кто всю дорогу упорно давал лживую информацию о своих гражданах. Вот о чем речь идет. Исключительно. Мы не говорим о том, что кто-то где-то там не то решение принял. Мы говорим о тех, кто их запутал. Это очень важный момент. Я хочу его подчеркнуть такой красной линией. Понимаете? А то опять сейчас начнется, что вот. И так далее. Есть вещи простейшие, их не надо усложнять. Вот все время я вижу, что пытаются из мухи сделать слона. Все очень просто на самом деле.